В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов. Минприроды, Минпромторгу, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе поручено до 18 апреля представить в правительство предложение по установлению для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами показателя, направленного на уменьшение объемов захоронения отходов путем увеличения доли их переработки. Кроме того, правительство поручило поменять нормативы таким образом, чтобы плата за вывоз мусора бралась не по тарифу, а исходя из фактического накопления отходов. Что касается Якутии, то доля коммунального мусора в регионе, который будет перерабатываться, вырастет на 33,8% до 2024 года. По состоянию на 2019 год объем твердых коммунальных отходов, который перерабатывается в республике, составляет 4%. Через 5 лет эта цифра должна увеличиться. Это произойдет благодаря реализации в регионе нацпроекта «Экология». Власти Якутии намерены создать более 50 бережливых поликлиник к 2024 году для улучшения качества медпомощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В региональном Минздраве уточнили, что в республике будут внедрены бережливые технологии с созданием комфортной среды в детских и взрослых поликлиниках. Организована работа поликлиник на основе применения лин-технологий, что подразумевает открытую и вежливую регистратуру, сокращение времени ожидания пациентам в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, а также комфортные условия для пациентов в зонах ожидания. Масштабное обновление техники запланировано на этот год на Айхальском горнообогатительном комбинате «Алроса». Основной целью технического перевооружения является не только замена изношенного оборудования более современным, но и проведение комплексной модернизации производства. Размер инвестиций на техническое перевооружение подземного рудника Айхал в этом году составит рекордную сумму – 316 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году на программу было потрачено всего около 70 миллионов рублей. В перечень закупаемой техники в этом году войдут самоходный анкероустановщик, 3 погрузочно-доставочные машины, 2 подземных самосвала, машина для зарядки взрывчатых веществ и самоходная вспомогательная машина. Форум по устойчивому развитию северных территорий пройдет в Якутске с сентября этого года, под эгидой международных организаций «Северный форум» и Университет Арктики. Проведение форума позволит лучше осветить региональные проблемы северо-восточного сектора Арктики, что даст возможность полноценно оценивать значение и вклад этой огромной территории в устойчивое развитие севера в глобальном контексте. Ожидается, что в работе форума примут участие эксперты 8 циркумполярных стран. Это Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, а также стран Северо-Восточной Азии, Китая, Японии и Республики Корея. Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа сверхбогатых граждан. По оценкам экспертов, их число в стране увеличится на четверть в течение ближайших 5 лет. Такие данные предоставила консалтинговая компания Найт Франк. К сверхбогатым или так называемым ультрахайнетам компания относит тех, чье личное состояние превышает 30 миллионов долларов. Россия поделила первое место с Индией. В обеих странах число граждан с состоянием больше 30 миллионов долларов за год выросло на 7%. По состоянию на конец 2018 года в России насчитывалось 1500 мультимиллионеров. Это 22-й показатель в мире. Всего на Земле проживает 198 342 человека, владеющих собственностью на 30 миллионов долларов и больше. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.